Подробный репортаж смотрите в вечернем выпуске новостей в 21:30. Не смогла разглядеть врача. После похода к косметологу Фимка получила сильнейший отек лица. И это последствия обычной покраски бровей. Как оказалось, причиной стала аллергия на красящее вещество. Мастер тем временем по-прежнему продолжает принимать клиентов на дому. Так можно ли привлечь к ответственности горе-специалистов и как вообще избежать подобной ситуации, расскажет наш корреспондент. Сильнейший отек по всему лицу и постоянные боли. Совсем не тот эффект, который ожидала Гульнара Марчина после похода к косметологу. К мастеру красоты женщина обратилась, чтобы оформить брови и ресницы. Но вместо этого получила практически новое лицо. С диагнозом контактный дерматит женщину через 2 дня увезла скорая помощь. Я врача не видела, потому что глаза были оба закрыты полностью. Делали уколы внутривенно, внутримышечно, таблетки, капли в глаза. Вроде на второй день глаза более-менее открылись. Но выпадают страшно брови, выпадают ресницы. Прям охапками. Косметолога Гульнара нашла по объявлению в соцсетях. Привлекли отзывы других клиентов. Принимала мастер на дому. Даже после инцидента девушка по-прежнему ведет запись на прием. Правда, журналистов на порог не пустила. Комментарий девушка дала по телефону. Я у нее переспросила несколько раз, что у нее точно ли нет аллергии на хну. Она сказала, что нет. Через 17 часов она мне прислала фото, что у нее начался отек на лице. Я предложила ей свою помощь, и она попросила вернуть деньги. Причиной этого стала элементарная покраска бровей. Специалисты говорят, что Гульнара еще легко отделалась. Последствия могли быть куда серьезнее, вплоть до летального исхода. На любой из косметических средств у человека может быть индивидуальная непереносимость. И не каждый знает, на что именно. А потому добросовестные мастера делают перед началом процедур специальные тесты, чтобы проверить реакцию организма. Производят проверку на чувствительность у каждого человека. На кожу накладывают определенные, то есть есть это, методика, и врачи, косметологи этим владеют. Поэтому, если вы боитесь, что данный продукт у вас может вызвать реакцию, конечно, нужно только со специалистами-косметологами. Прежде чем посетить специалиста, нужно изучить все сертификаты, если такие вообще имеются. Привлечь же к ответственности доморощенных мастеров на практике можно только в том случае, если наступили тяжелые последствия для здоровья. Тяжкие или, не дай бог, смерть, то это уже ответственность очень серьезная, от 6 до 10 лет лишения. Но в данном случае речь идет о, допустим, аллергической реакции, которая, по моему мнению, не повлекла вред здоровью. Соответственно, по части 1 всего лишь до 2 лет лишения свободы. Но, как правило, по практике это дело ограничивается штрафом. Гульнара Марчина обратилась к косметологу накануне отпуска. За пару дней до поездки на море хотела навести красоту. Несмотря на то, что лицо женщины по-прежнему в отеках, решила не отказываться от планов на отдых. Правда, все эти дни врачи ей настоятельно рекомендовали провести в отеле. Беречь лицо от солнца и соленой воды. По возвращении она намерена подать на мастера иск в суд. Артур Шамсудинов, Булат Закирьянов и Владимир Шевчук. Новости. Уфа.